Всем привет, меня зовут Сергей. Это видео будет интересно для выпускников вузов, людей с техническим образованием и специалистов, кто задумывается, а стоит ли идти работать на завод. Я покажу типичный завод по производству электроэнергии и тепла. Это теплоэлектроцентраль, сокращенно ТЭЦ. Разберем положительные и отрицательные стороны работы на заводе. Первым плюсом является стабильность. Стабильно каждый день вы будете не высыпаться, заправлять свое кредитное авто и ехать с общим потоком на работу. Возможно, раз в год вы съездите на море, если, конечно, дома не запланирован ремонт. Единственным плюсом стабильности является получение зарплаты в конце месяца, которой, возможно, хватит до следующей зарплаты. Второй плюс – это соцпакет. В него входит бесплатное питание, оплачиваемый отпуск, учебный отпуск, больничный лист. Третьим плюсом являются различные бонусы в виде 13-й зарплаты, это премия по итогу года, и оплаты дороги до места отдыха внутри страны раз в 2 года. Да и к тому же на производстве вы научитесь работать инструментом и руками, что возможно пригодится в жизни. Теперь рассмотрим минусы. Первым и серьезным минусом являются вредные условия труда на производстве. Высокий риск получения травм от разрыва трубопровода, вредного влияния электрического тока, воздействия кислот, щелочей, вредных газов на организм, наличие вращающихся механизмов грузоподъемных машин, работ на высоте, а также повышенным уровнем шума и вибраций в цехах. Работа в ночные смены также является вредной для организма. Второй минус – это пропускной внутриобъектовый режим. Вход на территорию завода строго по пропускам и через контрольно-пропускные пункты. Вас контролируют, во сколько вы зашли на предприятие и во сколько вышли. Ваши личные вещи могут быть осмотрены охранником, если они вызовут подозрение. А подозрение у них вызывает и связка ключей в портфеле, на которые реагирует металлоискатель. Запрещается вносить на территорию завода ноутбуки, фотоаппараты, видеокамеры, планшеты и различную технику. Но хуже, если вы будете выносить все это с территории предприятия. Вас остановят, опечатают вашу технику, заберут в службу информационной безопасности и будут несколько дней изучать. Наличие планшета в портфеле является нарушением внутриобъектового режима. Третий минус – это различные неудобства. На работу вас могут вызвать в праздничные и выходные дни. На работе надо быть до 8 утра, а если это работа по сменам, то за полчаса до начала смены. Перед работой вы должны переодеться в рабочую одежду. Она не всегда комфортная и удобная. Обувь может быть тяжелая и с железным носком. И в этой рабочей одежде сохранять человеческий облик. Нет эстетики производственных помещений и оборудования, которое бы одухотворяло и способствовало бы хорошему настроению при работе. Низкий уровень освещенности на рабочих местах и в цехах способствует увеличению нервно-психической нагрузки. Но с веселым коллективом все эти минусы практически незаметны. Ну а на этом все. Пока.